Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день, и вместе с вами Вероника Тамтосова. Начинайте каждое утро на НВК Саха и Якутия 24. Для чего? Ну, конечно, чтобы зарядиться бодрым настроем на новый рабочий день. Ведь мы каждое утро рассказываем последние новости, даем замечательные советы, приглашаем интересных людей. А сегодня, дорогие друзья, у нас День науки, а значит, гости будут особенные, не пропустите. Ну и, конечно, мы сейчас каждое утро вместе с вами делаем зарядку, чтобы пробуждение было эффективным. Кстати, россияне раскрыли эффективный способ борьбы с бессонницей. Врач Сергей Агапкин посоветовал поставить в спальню эстрагон для борьбы с бессонницей. Известно также это название как тархун. Тархун помогает от бессонницы. Эфирные масла эстрагон обладают успокаивающим действием, объяснил медик. По словам врача, если взять один лист тархуна и растереть его в руках, человеку будет легче заснуть. Так что, если не могли заснуть вчера, вот попробуйте. Ранее Агапкин посоветовал тем, что справиться с бессонницей, отказаться нужно от плотного ужина, заменив его легким перекусом, а перед сном есть продукты, богатые гормоном мелатонином, отвечающим за ночной сон. К таким он отнес все продукты с высоким содержанием белка. Это, например, яйца, индейку и нежирную рыбу. Так что отличный способ и заснуть, и хорошо похудеть. Так что легкий ужин, не переедаем, ну и ставим замечательные комнатные растения поближе к себе, чтобы засыпать было легче. Ну а прямо сейчас о том, как пробуждаться легко. Вчера к нам пришла замечательная гостья и сказала, что чтение вслух, особенно стихотворений, снижает стресс и помогает пробуждаться и быть в хорошем настроении быстрее даже, чем прогулки. Ну, будем испытывать на себе. Итак, я подготовила стихотворение. Вы зарядкой занимаетесь, как и я, наверное, маетесь, и чуть свет не поднимайтесь, чтобы побегать по двору. Так давайте встанем завтра, или, может, послезавтра, или послезавтра. Выйдем вместе по утру. Друг за дружкой построимся, посчитаемся, настроимся и сначала шагом тронемся, ну а после побежим. А сегодня полежим. Ну, стихотворение, конечно, шуточное. Лучше заниматься спортом вот решили прямо сегодня, и сегодня начали. И без разницы, какой день недели. Поэтому вперед! Всем доброе утро! Сегодня мы с вами поработаем над мышцами пресса. Тренировка у нас будет направлена на избавление от диастаза. Первое упражнение мы принимаем положение боковой планки на локтях. Ложимся аккуратненько через бочок. У вас должна быть одна линия: локоть, таз и коленки. Одну ручку кладем на пояс, можно ножку вытянуть вперед. На выдохе мы начинаем поднимать таз и опускаем таз обратно вниз. Поехали, 20 секунд. Выдох, поднимаем таз, животик максимально соединяем. Следим за тем, чтобы ваше ухо и плечо у нас не соединялось. Выдох, выдох. Поднимаем таз. На выдохе сохраняем плоский животик. И сейчас мы поддержим с вами статику в этом же положении также 20 секунд. Дышим равномерно. Следим за тем, чтобы ваш локоть туда-назад не уходил. Тазом мы тоже назад не отклоняемся. Держимся ровно. Сохраняем одну прямую линию. Голову не прижимаем. Дышим спокойненько. Таз держим на весу. Хорошо, меняем сторону. То же самое. Приготовились? Поехали. Поднимаем таз, опускаем. Выдох, подняли таз и опустили. Помним про плечо. С головой его не соединяем. Таз максимально толкаем наверх на выдохе. Животик сохраняем плоским. Держим статику. Подняли таз. Держимся также 20 секунд. Спокойненько, равномерно дышим. Голову не опускаем, ухо не прижимаем. Сохраняем одну линию, спокойненько стоим. Еще 5 секунд. Спокойно дышим. Хорошо, и последнее наше упражнение. Ложимся на спинку, ножки сгибаем, приставляем ближе к ягодичкам, ручки разводим в стороны, заводим. Начинаем поднимать корпус наверх, при этом мы поднимаем ножку вверх. Следим за тем, чтобы ваш подбородок и грудная клетка не соединялись. Тянемся подбородком к потолку. На выдохе поднимаем ножки и поднимаем таз. Поясничкой мы не работаем. На выдохе подняли. В момент подъема ваш животик не должен принимать форму домика, животик должен сохраняться плоским. За голову себя сильно вверх не тянем, локти смотрят в сторону. Еще 4 раза. 2. На выдохе подняли. 3, 4,
И закончили, молодцы. Всем желаю хорошего дня. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. 3 миллиарда рублей предусмотрено на финансовую поддержку семей в Якутии при рождении детей на этот год в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. На начало февраля по линии Минтруда Республики 94 семьи получили единовременную выплату при рождении первого ребенка. 65 семей распорядились региональным материнским капиталом при рождении второго ребенка. 69 семей воспользовались республиканским маткапиталом «Семья» в повышенном размере. Отметим, размер регионального маткапитала с начала года составляет 300 тысяч рублей. В службе судебных приставов рассказали об изменениях в законах о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности. Так появились новые способы взаимодействия с должниками. Если раньше это были личные встречи, звонки, сообщения и письма-уведомления, то сейчас с гражданами может взаимодействовать робот-коллектор. Это автоматизированный интеллектуальный агент. При этом на робота-коллектора накладываются такие же ограничения, как и на представителей финансовых организаций. Кроме того, теперь россияне могут получать сообщения через портал госуслуг, но не более 2 раз в течение календарного месяца по одному финансовому обязательству. Работники Хатасского филиала Якутской городской больницы номер 3 передали во всероссийское движение «Мы вместе» самодельные окопные свечи в зону специальной военной операции. Блиндажные свечи – это горелки из жестяных банок, расплавленного воска и плотного картона, существенно отличающиеся от бытовых. Такой прибор может согревать долгие часы, огня хватит для того, чтобы приготовить обед. Также с ноября работники больницы подключились к проектам взаимопомощи, собирали денежные средства, лекарственные препараты, участвовали в пошиве обмундирования, направили несколько автомобилей в военные госпитали. Значимый фактор постоянного процесса улучшения жилищных условий – капитальный ремонт в многоквартирных домах. В этом году планируется провести капитальный ремонт более чем в 300 многоквартирных домах в 15 районах республики. За прошлый год отремонтировано 240 многоквартирных домов. В рамках капремонта заменены 315 лифтов в 155 домах. Напомним, взносы на капитальный ремонт являются обязательными для всех граждан, за исключением льготных групп населения. В 2023 году список льготников был расширен, а с января этого года участникам СВО и их семьям компенсируют расходы на оплату жилого помещения и взносы на капремонт в размере 50%. В 2023 году это 5 домов по республике Саха-Якутия, из них 3 в городе Якутске, 1 в городе Мирном, 1 в городе Ленске. На 2024 год запланированы работы по замене лифтов в 17 домах. Из них, 3 в городе Якутске, и здесь работы уже начаты. Дорогие друзья, вы, наверное, заметили, что сегодня я одна уже несколько дней. Руслан, к сожалению, улетел, но мы успели с ним пообщаться. Гню Наилки замечательным человеком, с генеральным директором Якутского научного центра «Сибирское отделение Российской академии наук», специалист в области материаловедения и технологии нервно-органических материалов, члена-корреспондента РАН с Михаилом Петровичем Лебедем. Как это было, увидите прямо сейчас. Как уже было сказано, сегодня в стране отмечается День российской науки. История праздника начинается еще со времен Петра I. По его велению в 1724 году, именно 8 февраля, был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. Сегодня науке в России отводится особое значение. Предоставляются условия для молодых специалистов и исследователей, запускающих программы фундаментальных научных исследований. Поддерживается конкурентоспособность в области научных разработок. И более подробно мы сегодня узнаем об этом празднике у директора Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, специалиста в области
материаловедения и технологий неорганических материалов, члена-корреспондента РАН с Михаилом Петровичем Лебедевым. Михаил Петрович, доброе утро. Доброе утро. С профессиональным праздником вас. Спасибо. Спасибо, что нашли время заглянуть и к нам. Да. Очень празднично вы сегодня выглядите. Очень приятно. Да, мы вас поздравляем. Да. И расскажите нам, с какими показателями вы встречаете этот праздник. Да, ну, надо сказать, что 300-летие образования Российской Академии Наук – это дата, которая затрагивает и международную общественность, международную научную общественность и, безусловно, наше великое государство. И вы знаете, вот как только был подписан указ Петром I, утвержден Сенатом, первая научная экспедиция, которая началась под руководством Витуса Беринга, затронула наш регион, нашу республику. Город Якутск был форпостом для продолжения экспедиции Беринга, которая дошла до Камчатки. И, конечно, вот наш регион очень интересный для научных исследований. Оно связано вот нашим серьезным климатом и минерально-сырьевыми ресурсами. И сегодня вот канун 300-летия Российской Академии Наук мы, конечно, чувствуем и определяем наш багаж, наши результаты. Они, во-первых, отмечены многими государственными наградами, премиями, и многие сотрудники Якутского научного центра отмечены тоже очень высокими наградами. Это и говорит о том, что мы сегодня подошли с серьезным багажом. У нас очень много разработок. И вот с учетом современного состояния, конечно, эти разработки имеют фундаментальный характер. Но вот сегодня задача наша связана с тем, чтобы эти разработки были побыстрее вовлечены в экономику, чтобы они имели прикладной характер и принесли очень большую пользу нашему государству. У вас очень серьезный багаж, такой продолжительный период затрагивает именно якутская наука. Да? Скажите, пожалуйста, а наиболее актуальные разработки, более понятные, можно скажем, широкой массе, какие сейчас? Ну, сегодня вот я начал об этом и говорить, что вызовы, которые стоят перед нашей страной, они связаны с технологическим суверенитетом. И технологический суверенитет, безусловно, не будет полностью достигнут, если не будет научного сопровождения. И поэтому вот наши коллективы, которые разрабатывают и продолжают свои исследования в области энергетики, в области транспорта, в области разработки высокотехнологических материалов, технологий конкурентоспособных. Это вот первая наша задача. И именно эти исследования должны быть как можно быстрее. То есть это новые технологии, оборонная промышленность, новые материалы. Как технологии и материалы, они должны быть уже представлены. А можете нам рассказать поподробнее о таком научно-образовательном центре, как «Север»? Да, вот очень достойно для нашей республики, что мы явились инициатором. Это Айсет Сергеевич Николаев, наш Илдархан, лично возглавил вот это и поддержал, и инициировал данный проект. И вот 5 субъектов Дальневосточного федерального округа принимают участие. Мы прошли серьезный отбор, высокий конкурс и победили в конкурсе научно-образовательных центров мирового уровня. Порядка 23 научных учреждений участвуют, и из них, конечно, основными являются
институты Якутского научного центра. И они все вот по прошлому году успешно выполнили свои задания, свои планы. И мы очень уверены, что не только вот определенный срок научно-образовательного центра наши разработки будут, наши исследования будут востребованы, но и дальше. Мы надеемся, что вот именно кооперация с другими регионами, именно получение результатов, которые имеют высокий статус, это очень важно. И мы... А какое направление будет у центра именно в этом году, может быть, а в следующем? То есть именно области науки какими он будет заниматься? Ну, у нас спектр научных исследований очень широкий, начиная от гуманитарных исследований, потому что есть Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, и до изучения астрофизики, космических лучей, которые проводит Институт космофизических исследований и аэрономии. И вот все 45 научных тем, они подпадают вот в этот спектр исследований. Но еще надо сказать, что дополнительно эти исследования сейчас подкреплены нашими молодежными лабораториями. Вот 6 молодежных лабораторий, они уже ведут исследования, которые не дублируют исследования научных институтов. И вот как раз-то они и связаны вот с изучением экологических проблем, с изучением гуманитарных проблем, ну и в том числе особенностей фауны, которые связаны вот с нашими мамонтами, с изучением Ну, Михаил мамонтов. Петрович, да, еще вот планы по работе вот на этот год. Ну, этот год, конечно, тоже плановый. Мы в этом году половину тем продолжаем, половина тем обновлена и получила одобрение со стороны Президиума Российской Академии Наук, получила одобрение со стороны нашего учредителя Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. И, конечно, вот есть корректировка в связи с вызовами, которые стоят вот в нашей стране, с теми задачами, которые связаны с технологическим суверенитетом нашей страны. Ну, Михаил Петрович, еще, наверное, в завершении нашей беседы есть такая замечательная возможность поздравить ваших поздравить коллег, Да. сказать им несколько Да, напутствий. дорогие коллеги, дорогие жители нашей республики, мы сегодня отмечаем замечательный юбилей 300-летия организации создания Российской Академии Наук. И сегодня наша жизнь связана, наше развитие связано вот с научными исследованиями. И научное сопровождение является важным стимулом развития нашей страны. Я желаю вам дальнейших успехов, чтобы ваша научная направленность, ваше патриотическое отношение к науке пусть еще усиливается. Праздником, Днем российской науки. Спасибо большое и вас с профессиональным праздником. Да, Спасибо. Спасибо. Вы, наверное, гадаете, что я делаю. А я загадала желание и думаю, сбудется или нет. А вы когда-нибудь принимали так очень важное решение? А на самом деле это весело и интересно. Ну, особенно если монетка куда-нибудь под стол упадет. Вы еще не пробовали? Тогда самое время начать. Потому что простые легкие решения иногда бывает сложно принять, а так и веселее, и ответственность вроде бы снимается, потому что сегодня день, замечательный праздник, когда празднуется именно день принятия решения подбрасыванием монетки. Вот так вот. Попробуйте, это правда очень весело. А какие сегодня еще важные даты и события, узнаем прямо сейчас. На календаре 8 февраля.
Сегодня День российской науки, День военного топографа в России. А по народному календарю Федор Поминальник. Считалось, каков этот день, такова будет и весна. Этот день в истории. В 1724 году, 8 февраля, Петр I подписал указ об образовании Российской академии наук и художеств. В 1837 году в этот день в Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. В 1838 году Самуэль Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. В 1919 году в этот день в России опубликован декрет о введении счета времени по международной системе. А в 1929 году, 8 февраля, в русском языке появилось слово «вертолет». В этот день родились Михаил Романов, русский великий князь, генерал-адъютант; Жюль Верн, французский писатель, классик приключенческой литературы; Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог; Вячеслав Тихонов, советский российский актер театра и кино, народный артист Советского Союза; Ирина Муравьева, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России; Роман Костомаров, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня у Аркадия, Арсения, Гаврила, Давида, Ивана, Иллариона, Иосифа, Климента, Марии, Петра, Семена, Федора и Филиппа. Сегодня, как всегда, замечательный день, есть много поводов для радости, ну а прямо сейчас предостережение. Хакеры начали охотиться за аккаунтами россиян в мессенджерах. Россиянам в 2023 году стали чаще заманивать на фишинговые и скам-сайты. Об этом сообщил специалист лаборатории Касперский, отметивший, что число заблокированных вредоносных ссылок в доменной зоне .ru в 2023 году было в 5 раз больше, чем в 2022. При этом хакеры и мошенники начали охотиться преимущественно за аккаунтами россиян в мессенджерах. Перехватив контроль над ними, злоумышленники нередко используют учетные записи для многоуступенчатых схем телефонного мошенничества, а также начинают атаковать людей из списка контактов жертвы. Сегодня мы не видим предпосылок к тому, чтобы объемы фишинга и скама в ближайшее время снизились. Наоборот, злоумышленники продолжают развивать свои тактики и разрабатывать многоступенчатые схемы выманивания данных. Например, ссылаться на сферу деятельности жертвы, констатировал главный эксперт лаборатории Касперский Сергей Голованов. Ну, это, конечно, очень печально, потому что получается, что, на самом деле, правда, стало больше поступать всяких смс-ок, рассылок, то есть мы все чаще видим, что сообщения и даже звонки стали получаться через несколько мессенджеров. Поэтому будьте осторожны, внимательны, если вам поступают сообщения, что прошу переслать деньги, прошу мне срочно помочь занять некую сумму, да, вы сначала перезвоните лично человеку, а потом уже смело своим близким, родным, если правда требуется помощь, в том числе и финансовая, отправляйте денежные средства. Но на самом деле опасности нас преследуют не только в сети. Обычные губки для мытья посуды могут быть опасны, в них быстро развиваются патогенные бактерии, в том числе те, которые способны поражать внутренние органы, вызывать сепсис и острую кишечную инфекцию. Об этом в беседе газета.ру рассказал старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева. Специалист добавила, что из-за пористой структуры, в которой легко застревают остатки пищи, уже через 3 дня использования на губке можно найти целое сообщество микроорганизмов: кишечную палочку, дрожжи, стафилококк, плесень, а также колимофорные бактерии. Особо опасные среди всех этих микроорганизмов, которые относятся к семейству этинобактерий и называются условно патогенными, добавила биотехнолог. Поэтому получается, что нужно менять губку очень часто, желательно выбрасывать. А вообще специалист посоветовала, что лучше использовать иные материалы, например, щетки для мытья посуды из пластика, ну и из каких-то более плотных материалов. Ну, будьте внимательны, осторожны и, конечно, пользуйтесь советами специалистов, потому что в бытовых условиях мы часто забываем, что бытовые вещи могут быть опасны. Но на самом деле уход за своим бытом – это очень сложный процесс в нашем интенсивной жизни, то есть ритм жизни настолько высокий, что не то, что губку забываешь поменять, иногда вовремя вспоминаешь, что щетку нужно сменить, да, а тут какая-то губка для мытья посуды. Тем более, что многие ими редко пользуются. Сейчас множество техники вокруг нас, без нее сложно представить наш быт. Это и холодильники, и микроволновые печи. Кстати, в следующем сюжете мы расскажем, что изобретенные в 1946 году микроволновые печи, которые до сих пор нас сопровождают, тоже требуются в уходе. Более подробно узнаем, как.
Отмыть микроволновку даже от застарелого жирного налета и устойчивых пятен поможет метод уксусной бани. Для этого смешайте в миске воду и 2 столовые ложки 9% уксуса. Если уксус 70%, вначале разбавьте его в правильном соотношении с водой. Ставим смесь в микроволновку, запускаем на максимальной мощности от 3 до 5 минут, в зависимости от степени загрязнения. Затем оставляем попариться еще на 5-10 минут. Протираем печь влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и запах уксуса. Да, запах во время уборки будет чувствоваться, но это быстро выветрится как из комнаты, так и из камеры микроволновки, если открыть форточку или окно. Загрязнения после такой бани размокли, но все еще остались. Тогда можно включить печь еще на 10 минут, протереть камеру губкой, смоченной в том же уксусном растворе, присыпанной содой. Уксус поможет отмыть даже самую запущенную микроволновку эффективно и быстро. Единственное, что нужно учесть, если камера СВЧ покрыта эмалью, то такой способ не рекомендуется использовать слишком часто. Ну, полезностями различными с вами поделились, а теперь хорошие новости. С начала года в России на 7,5% вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, в том числе единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременных женщин. Вырос региональный прожиточный минимум, на основе которого и рассчитывается пособие. То есть уже в феврале семьи, которой положена поддержка, государство получит ее в увеличенном размере. Вместе с экспертами разберемся, что такое единое пособие, кому оно положено, как оформить пособие и по каким причинам могут в нем отказать. Единое пособие – это помощь государства, которое объединило ранее действовавшие выплаты семьям с детьми с небольшим доходом, а также беременным женщинам. С начала 2024 года на назначение единого пособия поступило более 37 тысяч заявлений. 95% заявлений подано через портал государственных услуг в электронном виде. Малообеспеченность – не единственный критерий для назначения пособия. Важны гражданство, возраст ребенка, уровень доходов и наличие собственности. Если с первыми 2 пунктами все понятно, то в последних 2 есть нюансы. Во-первых, доход на каждого члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения. Рассчитать же среднедушевой доход можно по формуле. Доходы семьи за 12 месяцев складываем и делим на количество членов семьи. Получаем среднедушевой доход. При этом нужно иметь в виду, что доход берется в расчет с учетом налогов, а не то, что человек получает на руки. Также при оценке доходов учтут не только заработную плату, но и стипендии, пенсии, алименты и другие выплаты. Одной из основных причин отказов в назначении единого пособия – это превышение среднедушевого дохода семьи. Помимо всего прочего, оценивается имущественный уровень семьи. Если по всем этим параметрам семья подпадает как получатель единого пособия, то заявление можно подать через отделение социального фонда МФЦ очно, либо в электронном виде через госуслуги. Нужно быть внимательным при заполнении всех пунктов, так как неверно указанные данные могут быть основанием для отказа. Я подавала заявление на единое пособие, и мне пришел отказ. Я хочу узнать, почему. Есть ряд причин отказа для назначения единого пособия, в том числе по причине неправильного заполнения заявления на портале госуслуг. Давайте рассмотрим, как правильно подать заявление на портале. Необходимо нужно будет проверить ваши данные, персональные и паспортные данные на актуальность, поскольку иногда люди, меняя паспорт, забывают обновить их на госуслугах. В части заполнения адреса указывается постоянная либо временная регистрация, а при отсутствии ее можно указать фактическое место жительства. В 3 разделе «Дополнительные сведения о вас» следует выбрать верное утверждение, если это соответствует указанному. В 4 разделе «Ваше семейное положение» при наличии зарегистрированного брака следует верно указать фамилию, имя, отчество супруга. Также необходимо указать реквизиты актовой записи регистрации брака. Это дата актовой записи и номер, наименование органа ЗАГС. В 5 разделе «Сведения о детях в составе семьи» заявители часто ошибаются, указав неправильные фамилию, имя, отчество ребенка, либо пол, СНИЛС, дату рождения.
Если вы все-таки допустили ошибку при заполнении заявления, то Социальный фонд России вернет вам его на доработку, на которую отводится 5 рабочих дней. Но если вы все же получили отказ и не согласны с этим, то всегда можно подойти на очную консультацию, и работники фонда все вам подробно разъяснят. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Ну, очень интересный сюжет, мы многое узнали. Дорогие друзья, будьте внимательны при заполнении всех документов, это очень важно. Как сейчас отметили, отказ может быть и очень формальным, то есть просто потому, что вы неправильно внесли данные, а точнее неправильно были сохранены на портале госуслуги. Поэтому, если вам отказали, еще раз проверьте и обратитесь вновь. Мы продолжаем нашу программу, и в продолжение это, конечно, наша постоянная рубрика «Пусть мама придет». И сегодня мы вас познакомим с Анастасией. В свои 15 лет она много умеет, не боится трудностей и стремится к новым высотам. Она хочет стать педагогом и дарить радость детям. Ну и, конечно, самое главное – мечта Насти – обрести семью. Познакомьтесь, Настя. Ей 15 лет, очень творческая и разносторонняя. Она имеет много увлечений и открыта ко всему новому. Я творческая личность. За свои 15 лет я, изучила много разных видов спорта, начиная от танцев, заканчивая вот сейчас боксом. Буду прогрессировать в нем. Занималась борьбой, баскетболом, волейболом и разными видами спорта. Сейчас же хочу увидеть себя в новом, как-то найти новые свои способности. А вот вы собираетесь заканчивать 9 классов или полностью дальше? Полностью, 11 на высшее образование. Вот. А какой высшее хотите получить? По какой специальности? Скорее всего, педагога. Я поняла со временем, что у меня я могу с любым ребенком найти общий язык. Хоть будет 2 года, хоть будет 15-10 лет. Коммуникабельность с детьми есть. Настя не останавливается на достигнутом и стремится к новым увлечениям. А что вы хотели еще освоить, научиться чему-то? Освоить? Вокалом бы заняться. Был такой опыт, что я вроде занималась вокалом, но у меня не очень выходило, и в будущем хотелось бы это продолжить. И почему бы не попробовать себя в новых деятельностях? Я ходила к школьному педагогу, который вела у меня музыку. Очень хочется, чтобы Настя обрела семью, и все ее планы смогли осуществиться. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. И сегодня четверг, традиционно поговорим о кино. Интерес к российскому кино растет в первые дни 2024 года. И отечественный фильм в кинотеатрах посмотрели свыше 14 миллионов человек, что на 10,5% выше прошлого года. Выросло и количество билетов, проданных в эти январские каникулы, сообщил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. По его словам, в минувшие новогодние выходные россияне также достаточно активно путешествовали по стране. В первую неделю около 1 миллиона людей посетили заповедники, музеи, выставки. Более 200 тысяч ходили в театры, отметил премьер. Представляете, какая активность, то есть за нами следят и наблюдают, чем мы интересуемся. Но мы продолжаем. А кино к 80-летию победы Великой Отечественной войне «Союз-мультфильм» восстановит для широкого показа анимационные ленты, которые были созданы в годы боевых действий в послевоенное время. Список картин, которые планируется восстановить в настоящее время, формируется, говорит сообщение представитель киностудии. В выбранных картинах устранят технические дефекты кадров, возникшие от естественного устаревания пленки. После реставрации их покажут в кинотеатрах в рамках специальных показов. По словам представителя Совета директоров киностудии Юлианы Слащевой,
королевы восстановлением мультфильмов в этой студии занимается специальный отдел. Его специалисты уже провели технические работы над картинами «Щелкунчик», «Снежная королева», «Тайна третьей планеты», «Чиполлино», «Приключения Буратино» и многих других. Дорогие друзья, но это уникальная возможность увидеть такие замечательные работы, потому что вот пленка — это была отдельная такая жизнь кинематографа, да, все равно цифра, она другая, она, говорят, может быть прекрасная для обработки, для того, чтобы с ней работать в каких-то компьютерных программах, да, но вот пленка, она обладает такой энергией, кажется, что погружаешься в то время, и у нас будет уникальная возможность все это увидеть на широком экране, чего не было у наших предшественников, да, то есть они даже не имели такой возможности, потому что их не показывали в таком количестве в кинотеатрах, да, кинотеатров было гораздо меньше. Ну, а прямо сейчас традиционно расскажем, что же можно посмотреть в эти выходные. Киноафиша. Я вижу страх в твоих глазах. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Ты видела то, чего не можешь объяснить. Фильм ужасов «Астрал. Ритуал Малум». Прошел год после того, как полицейский Уилл Лорен, арестовав лидера кровожадной секты Джона Малума, сошел с ума, перестрелял половину полицейского участка, включая коллег и задержанных, и застрелился сам. Его дочь Джессика впервые заступает на службу в качестве полицейской, и, надеясь найти ответы на давние терзающие вопросы, она сама вызвалась провести ночную смену в том самом участке. Пока остальные патрульные заняты из-за организованных последователями Малума беспорядков, Джессика замечает, что в пустующем здании творится что-то неладное. Если это на одну ночь. Он служил здесь, пока его не... Астрал. Ритуал Малум. Давай ограбим банк. Я не понял. История Бонни и Клайда не дает покоя кинематографистам. И вот зрителей ждет новая интерпретация с интригующим названием «Мармелад». Еще совсем крох, я бегал с мамой по пшеничному полю. Работал на почтамте. Звезда сериала «Очень странные дела» играет здесь молодого человека по кличке Барон, который угодил в тюрьму и теперь вместе с сокамерником вынашивает план побега. А заодно вспоминает главную любовь в своей жизни – взбалмошную, но прекрасную Мармелад, с которой они планировали ограбить банк и зажить счастливой жизнью. Кроме нас нет никого на свете. Мы с папой сюда ездили в детстве. А в День влюбленных с 14 февраля на большие экраны выходит продолжение трогательной спортивной драмы «Лед». Невероятное катание Надежды Гориной делает ее основной претенденткой в борьбе за В представление. третьей части главной героиней становится уже взрослая дочь Нади и Саши. Она мечтает стать фигуристкой, так же, как и ее мама. Однако неудивительно, что отец категорически против спортивной карьеры для дочери. Однажды девушка знакомится с дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними сразу вспыхивают чувства. Поэтому, Санька, ты больше в первой пятерке играть не будешь. С замиранием сердца ждем финал этой трогательной франшизы. В главных ролях, конечно же, Александр Петров и Мария Аронова. А новых героев сыграли Анна Савранская и Степан Белозеров. Когда поеду в НХЛ, я вас как страшный сон всех забуду. Давай, давай, звезда моя! Я хочу быть как мама. Фильм «Катастрофа. Выжившие. Бетонная утопия».
На Сеул обрушивается мощное землетрясение, которое превращает город в руины. Среди развалин, холода и отчаяния единственным островком безопасности остается многоквартирный дом, который начинает притягивать выживших. Собственники жилья недовольны. Они готовы любой ценой защитить свой уютный мир в окружающем хаосе. Но смогут ли они сохранить человечность перед лицом страха? Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Дорогие друзья, ну как вы уже заметили, мы просто в ожидании фестиваля Мусустар, и каждую неделю к нам приходят гости. Это организаторы, а также представители молодежных движений. Ну а сегодня у нас в гостях, как вы думаете, кто? Учащиеся школы, медиашколы АЙАР. Это школа, которая перед конкурсом. Это Ольга Бутакова, участница медиашколы из Ленского района, и Анастасия Сергеева, участница медиашколы из Горного района. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, девушки такие красивые. Сразу понятно, что это будущие блогеры. Все верно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, мы первый раз слышим в подробностях об этой школе. Что это, чему вас учат, какие там направления, что там вообще происходит? Про медиашкола АЯР. Сейчас у нас проходит интенсивное обучение в течение 5 дней, и мы от ведущих экспертов в сфере медиа узнаем много нового о медиа. И, например, сейчас мы рассматриваем такие темы, как продвижение, самопрезентация себя в социальных сетях и создание собственного узнаваемого бренда. Еще, что бы я хотела отметить, здорово, что в нашем обучении присутствует сразу практика. Мы тут же практикуемся, упаковать свой аккаунт, рассказать о себе, самопрезентация. Также здорово, что проходят тренинги на знакомство. Мы все с разных районов, незнакомые. И коммуникация — это тоже важно. Важно уметь общаться, знакомиться с новыми людьми. И вот это мы тоже практикуем в медиашколе. Но я поняла, что медиашкола имеет несколько направлений. Вы вот у нас блогер. А кто еще есть? Видеографы и корреспонденты. Ну, все очень смежно получается, да, с современными профессиями. А откуда вы узнали про школу? Про медиашколу АЯР. Медиашкола АЯР как проект НВК Саха, она очень видна и слышна, и я узнала про эту школу из социальных сетей. Вы тоже? Ну да, у меня знакомая Ирина Бурцева, она опубликовала пост ВКонтакте, что мы с коллегами готовимся к фестивалю Мусустар. Мне стало интересно, что за фестиваль, какие там есть направления. Люблю участвовать в различных форумах, развиваться. И ознакомилась с положениями, какие есть конкурсы. И вот оставила заявку, прошла отбор в нашем районе. Ну вот мы видим как раз, как что-то происходит, какая-то подготовка, да, какие-то съемки Мусустар. Тоже очень все активно и интересно. А что вы успели, чему вы уже успели научиться? Успели узнать про продвижение в социальных сетях. Очень интересные лекции были от Маргариты Шейк. Она рассказывала про блогосферу, про креативную самопрезентацию, и также узнали про мобилографию. Чем креативная презентация отличается от обычной? Креативная презентация, она больше про творческий подход, про раскрытие твоего творческого потенциала, твой другой взгляд на обычные вещи. Так, я так понимаю, мы скоро увидим блоги. О чем они будут? Мой блог о путешествиях по нашей огромной необъятной стране, по России, по ее историческим местам. И я, как учитель истории, опять же, я уже использую тот материал, который отснимаю на своих уроках, в презентациях, не просто скачанные картинки с интернета, а именно мои фото или видео.
И в дальнейшем мне бы хотелось это продолжить и показать, что отдых, отпуск, поездки, они не про то, что полежать на пляже, отдохнуть, поваляться, без пользы, в общем, а именно отдыхать, образовываясь. Вот мне бы хотелось рассказать об этом. А вы? Ну, я веду социальные сети государственного учреждения, и поэтому при участии я хотела узнать больше про продвижение и планирую в дальнейшем работать социальными сетями различных учреждений. Ну, то есть вы планируете это как работу, да, как не свой работу. личный блог. Ну, тоже очень интересно. Скажите, а какие-то ваши работы на фестивале мы увидим? У нас планируется практическая часть конкурса «Медиашкола АЯР». Нам зададут кейс-задания, и мы создадим свой медиапроект, который будет представлен потом. Совместный или у каждого свой? По группам нас поделят. Вот 5 дней мы сейчас занимаемся. Далее нас разделят на группы по 3 человека. И мы уже будем, даже такое будет состязание, соревнование. Ну, главное, чтобы была здоровая конкуренция. И будем бороться за главный приз. А что главный приз? 100 тысяч рублей. Ну то есть получается, у вас будет конкурсная часть, и где ваши работы, то, чему вы научились за это время, они попадут на конкурс, и там уже кто-то займет какое-то место. То есть можно уже будет подробнее посмотреть, что же у вас получилось. Да, то есть... А что еще по итогу вы получите? Сертификаты, там, удостоверение, что вы прошли курс слушателей? Что-нибудь? Ну, честно, я не знаю, что мы получим еще, но я в Мусустаре приняла еще участие в номинации «Доброволец Якутии», так как участвую в экологических акциях, конкурсах, есть достижения. И фотоконкурс «Счастливая семья, счастливая республика». Вот жду результаты, может быть, и там еще. А вы где-то в какой-то категории еще заявились? Нет, только на медиашколу АЯР. Ну, то есть у вас направление, и вы к ним стремитесь. Скажите, пожалуйста, ну, а вы вообще, когда загорелись идеи развивать личный блог или работать в этой сфере? То есть с чего началась ваша история блогинга? Ну, путешествия. Да и, в принципе, мы живем в очень красивом месте, которое кругом можно снимать, фотографировать и делиться этим. И еще бы мне хотелось, что я живу в маленьком поселке, и многие стремятся оттуда уехать. И моя задача показать, в том числе и через свою личную страницу, о том, что неважно, где мы живем, в маленьком поселке или в большом городе, наша жизнь может быть интересной, ведь мы сами ее делаем такой, а не то место, где мы живем. У меня больше связано тоже с работой, так как я работаю в Центральной библиотеке, и я занимаюсь продвижением книги и чтения. И вот при участии, когда я выбирала из направлений, инфлюенсер, корреспондент и видеограф, мне было очень трудно выбирать. И я исходила из того понятия, что же мне сейчас не хватает и что я должна сейчас развивать. И инфлюенсер, он подходил по тем параметрам, что тут больше рассказывает про продвижение, и эта тема стала интересной. Ну, а в следующем году будете ли вы по другому отделению проходить обучение? Ну, мне бы хотелось пройти еще как видеограф, так как мне тоже нравится снимать, фотографировать. Я школьный учитель, у меня есть класс, в котором мы часто участвуем в конкурсах. Так как мы живем далеко, это чаще всего онлайн-конкурсы, где нужно уметь красиво снимать, показать. Поэтому я бы еще в этом направлении хотела тоже получить знания. Ну, мы желаем вам успешного обучения, с нетерпением ждем ваших результатов, конкурсных работ. Пару слов нашим телезрителям. Что я хотела сказать, я уже сказала. О том, что делайте свою жизнь интересной сами, участвуйте, развивайтесь, и никогда не поздно чему-то научиться и поменять род деятельности. Главное от этого получать удовольствие. Ну, а я хочу сказать пару слов участникам Мусустар. Достигайте новых высот и реализуйте свой потенциал. Спасибо большое, успехов, до новых встреч. Спасибо. Ну а прямо сейчас от фестиваля Мусустар переходим к текущим новостям. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей.
Рост заболеваемости ОРВИ фиксируют в Якутии. Так, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей выросла на 31%. В целом эпидпорог превышен более чем на 11%. Всего по республике фиксируют более 8 тысяч случаев ОРВИ. Отмечается, что в основном это вирусы негриппозной этиологии, а также коронавирус. В Южной Якутии выявляют и пресекают нарушения в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, за прошедшие 2 недели участковые уполномоченные полиции в Нерюнгринском районе проверили 20 объектов торговли. В 13 из них продавали алкоголь с нарушениями. Всего по результатам проверок изъято около 500 литров алкогольной продукции. По данным нарушениям составлены административные протоколы. Также инспекторами отделения по делам несовершеннолетних был выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу в одном из магазинов нашего города. По результатам данной проверки в отношении продавца был составлен административный протокол по части 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что влечет за собой наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства продолжаются. В грядущих играх «Дети Азии» примут участие почти 2000 волонтеров. На данный момент более 3000 человек из Якутии и других регионов России и некоторых стран отправили свои заявки в качестве добровольцев. Сама работа будет проводиться по 19 направлениям. Главными критериями отбора участников являются их навыки, опыт участия в других мероприятиях и обязательное знание иностранного языка. Работа волонтеров начнется 25 мая и продлится вплоть до окончания спортивных игр. На данный момент у нас тестирование и собеседование проводится для волонтеров с помощью наших тим-лидеров, которых мы обучили в сентябре прошлого года. И на данный момент у нас уже тестирование направлено более чем 3000 нашим кандидатам, а также сегодня будет направлено вот уже окончательный списком людей, вот уже наше тестирование. Тестирование у нас будет разделено на 4 блока: личностная информация, блок «Дети Азии», личная информация, личные качества и так далее. А уже совсем скоро, с 20 по 25 февраля, в Якутске проведут всероссийские соревнования по стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера России Николая Николаевича Кычкина. Соревнования пройдут по 2 дисциплинам – стоклеточные шашки и блиц. Игры будут проходить в Республиканском шахматно-шашечном центре. Кроме этого, организаторы планируют провести матчевую встречу между сборными России и Якутии. Республику на турнире традиционно представят ведущие шашисты: Матрена Наговицына, Гаврил Колесов, Тунара Федорова, Андрей Федотов, Иван Токусаров, Николай Стручков, Николай Гуляев, Сандара Апросимова, Айсен Егоров и другие. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Дорогие друзья, желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Начинайте каждое утро вместе с нами на Якутия-24, НВК Саха. Заряжайтесь позитивным настроением. Ну а также напоминаем, что в течение всего дня вы можете в нашем телеграм-канале «Утро Якутии» читать хорошие новости. Напоминаем, там есть и прогноз погоды, и все самое-самое интересное. Поэтому мы работаем для вас. Хорошего дня еще раз.